эфире телеканала «Грозный» работает программа «Новости». В студии Луиза Хатуева и коротко о главных событиях к этому часу. Новый облик столичных улиц. У нас в плане 28 муниципальных домов, которые мы хотим капитально отремонтировать. В Грозном вместе с дорогами обновляют многоквартирные дома. Республика готовится к международной исламской конференции. Я считаю, что вот форумы такого рода, они обязательно плодотворны. Обязательно остается положительный эффект от этого. Авторитетные богословы со всего мира ответят на самые острые вопросы мусульманской уммы. Культурное наследие чеченцев в русской живописи XIX века. В Грозном увековечат память художника Петра Захарова. День, когда все мусульмане устремляются в мечети. Каждую пятницу верующие собираются в едином джамаате, чтобы исполнить свой религиозный долг. Все мирские дела принято начинать только после совершения праздничной молитвы. Коллективный намаз – это еще и возможность встретиться с братьями по вере, укрепить родственные и дружеские связи. Совершил розба намаза и Рамзан Кадыров. В окружении своих соратников и известных алимов глава республики прибыл в мечеть имени Хамзата, дяди пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Богослов Адам Шахидов в своей проповеди рассказал верующим об одном из обязательных столпов ислама – посещении священной Мекки и важности совершения хаджа хотя бы один раз в жизни. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ишт хаджин сэнтэй хаджин ман хаджа хадал бейт хо хаджин сын буандат аваф деш ос хадж дарс дезхил доштол ибадат деш хо хадждин хил вашвал qonaq аqa шегар дал цадьязак дал цадалич شا حد زمان جوح إذا حد نوالج وخير زرمو شيء يعتاق إنوش دوتش نانسة دين موري دنيا شوالش دين يعتاق إنوش دوتش دنيا شوال شو ديوز الخوت سكيف برا إنوه تنويلا يخير زرمويس يخير البيما صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة دما ديزر نيس قوش دين خيل دوش دولش حجنا بيقم مباشنا يلسمني بيألا يلشنا صلى الله عليه وسلم صحابول ناخلو شيء دنيا أغور رزقانتا مقشليتا نيقاتا أتو بولشيح قانو اشتوقل شحان غور وصوت تيقواقشي شيء ديكلي الويز قنوش ليتو أتو غربات أستن دقيق قنوش ليتو أتو غربات اشتوقل شواء وغن سوالي اشتحجدن حوار وصو أقتن هو غاتيح شاء قانن وير وتيح سورن وير وتيح تخنبول أتو قان دالتون بير بوتي عبات تون ديلا شنيس قوش بارمحة دال شي بنخل بوش بولشو أتو أنت دالت إدلين دوش دول فرز دو إذا تون إنكر الوير حدينخ آرا وقرولش ها حجد إيوش دات سإيوش ألا ويل مقواليل نيحة حدينخ آرا ويروش أتسولا قير مي دوش دول هم دو إز دالت إدلين دوش دولش فرزخا فرز دو إز لامز خلريتر مر خلريتر زكت خلريتر تون ديلا ويقيقن بوصل بناخي ويقام يالدحش خيل بولش دالا شيء أهتو بين خيل بوش بول بوصل بناخ царь сихо يلا حج بغريح. Известный алим также призвал население Чечни проявить свою гражданскую позицию и принять участие в выборах 18 сентября в единый день голосования. يبوش خيل بوش بولش بطن شوح ويقاموا ببيشه استورع اشتخل خرجن بويتي ال خرجن بوش نيسوانت قتريج أوغ دوحونا وين عتريا تعهم أخير دوش حغلي أقاد إيمان زعب دولش دقنش سونشل دوش دولش ناخنا وين تحجبه يغخر بوشي عتريا تعهم خير دوش أتصل بركتير ويبتشعو شاد عقيق وش دولش قومي وي دين أرخلاح كورتا وشولش وي مفتي صالح حجس مسو علم ناخا وي محكي قيخر دقو هو منبر إيردع هر منبر بايمر يقدر يقين دوش دو سنة دوش بايمر منبر أول رزبان دينا خوب ديوش خلوش جولش منبر أخ هو منبر إيره أوغا ديش نبوش خل بوش بولش ناخا ويمحكي أو قيخر دق خرج مي آراء دولي إشته هوق باتشانا هر سون باتشا خلالا هوق باتشان سونا قش دسالة ألا شيء تنخيل يوشوج ويلانت آراء والي خرج مية قجتسه آر دولار ويقيقن بق ويبوصل بق دولش تيلح دوش دولشو نحشي قومي ويتدي تشي ويخرجم
حيقل دولش هم محوطو خوش خل وش تجنا وين هو خارج من خربو إز وين مسارنا خوش دو ويس خل والج الله داله ديكنس بيقم أحمد حجينا بويل ديكنس بيقم وين بتشعنا رمضان حجينا بويل دال قن هو تقى وين مقويتيل هر حلقة والش ديل دين بيرق ويقوم اللي بيرق حلائينا آخر يتعدى ويس خل والج الله داله قربا الويل وينه. По завершении проповеди имама прозвучала икама, призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили джума намаз. Молитва завершилась многократным восхвалением Всевышнего, обрядами тасбих и вирд. Владимир Путин назначил нового руководителя президентской администрации. Им стал Антон Вайн, работавший последние годы заместителем руководителя. А Сергей Иванов изъявил желание перейти на другую работу. Кадровые изменения прокомментировала и глава Чечни. Он поблагодарил Сергея Иванова, который, занимая важные посты, всегда оказывал помощь и поддержку в решении сложных задач восстановления мира, стабильности, возрождения экономики и социальной сферы Чечни. Рамзан Кадыров выразил уверенность, что теперь эта помощь станет еще более серьезной, и поздравил нового руководителя администрации. Уже скоро состоится важное для мусульман событие. Республика готовится к международной исламской конференции. Она пройдет в Грозном 26 августа и продлится 2 дня. На форум съедутся авторитетные ученые и богословы из разных стран мира. Это известные деятели исламских наук, которые внесли немалый вклад в распространение религиозных знаний. Впервые подобная встреча богословов состоялась в Чечне еще в 2007 году. В рамках миротворческого форума «Ислам, религия, мира и созидания» в Гудермес прибыли представители из 11 стран мира и более 20 регионов России. В конференции приняли участие более 200 религиозных деятелей. Главные вопросы, которые обсуждались – противодействие экстремизму и терроризму. Сегодня мы обязаны доказать, что мусульмане были, есть и будут миролюбивой частью этого мира. Только общим усилием мы можем бороться с проявлением ксенофобии, с межнациональной ненавистью и с религиозным экстремизмом. Мы должны помнить тех, кто отдал свои жизни во имя будущего и чистоты ислама, и хранит мир и благополучие на земле всеми силами, которые дал нам Всевышний. А уже в 2010 году на проходившей в Грозном исламской конференции место и роль суфизма в исламе было решено сделать ее ежегодной. В ней приняли участие религиозные деятели как из России, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Главные цели проведения форума – это понятие сути и значения суфизма на основе Корана и Сунны пророка, расширение исламского просвещения и устранение чуждых нововведений. Мусульманин не должен сидеть сложа руки, должен помогать во всех проблемах соседа. То, что проводят конференцию в честь дня рождения великого религиозного деятеля, политика, первого президента Чеченской республики Ахмад Хаджи Кадырова, это очень важно, потому что мы не должны забывать таких людей, таких ученых, патриотов, героев, чтобы наши подрастающие поколения воспитывались, исследовали таким людям. Среди гостей предстоящей конференции муфтий Дамаска шейх Аднан Афьюни. В свое время он окончил факультет исламского призыва при университете Джамиу Димаш. Следом и магистратуру в университете Ум-Дарман с оценкой на отлично. Читает проповеди в разных мечетях. Он принимал участие во многих исламских форумах, в том числе и международных. Является одним из самых уважаемых богословов. Также в конференции примет участие и муфти Египта шейх Али Джума. С раннего детства он воспитывался в религиозной семье. С 10 лет начал учить Коран и изучать сборники хадисов маликитского мазхаба. И это несмотря на то, что не учился в религиозных учебных заведениях. В 1985 году он получил степень магистра в университете Аль-Асхар, в которой изучил фикх, арабскую грамматику, декламацию Корана и методологии хадиса. А позже стал доктором. В дополнение к основной учебе шейх Али проводил время со многими богословами и устазами шариатских наук и суфизма. Считался одним из самых способных учеников. Его проповеди пользуются большим спросом во многих странах мира. Это в первую очередь объединение всех здоровых сил, исламских сил, против тех проблем, которые мы сегодня видим, против радикализации, против экстремизма. Чеченская республика примером для регионов может быть во многом. Я считаю, что вот форумы такого рода, они обязательно плодотворны, обязательно остаются
положительный эффект от этого. То, что люди собираются вместе, обсуждают проблемы, они есть сегодня, они накопились и находят выход из этих проблем. Это большая польза. Стабильность на Кавказе никому не нравится из наших недругов, это же тоже однозначно. И теми или иными путями они будут стараться, чтобы этого не было. Вот это как противоядие, это как противовес, это как гарант нашей стабильности. Международная исламская конференция «Кто такие последователи суннизма» начнется 25 августа. Она приурочена к 65-летию со дня рождения первого президента Чеченской республики Ахмата Хаджи Кадырова. Глава региона лично контролирует работу оргкомитета по подготовке этого мероприятия. Он уверен, что форум даст ясные ответы на многие вопросы, волнующие исламский мир, и покажет истинное лицо врагов умма пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Магомед Ламаркаев, Изелим Закаев. Новости. Министр внутренних дел встретился с жителями и полицейскими Шаройского района. В настоящее время в муниципалитете идут масштабные восстановительные работы. Здесь возводятся дом культуры, детские сады, больница. Продолжается реконструкция памятников истории. Осмотрев строящиеся объекты, Руслан Алханов пообщался и с местным жителем Рамзаном Джалалдиновым. Ve davaz qabuldur amda de alxıldı aramda Ahmatoviç aravel ve mahar ve suna sen gal guri ashtat yeshwatr он даже 50 лет надо строить не будет городов богатых. За короткий период восстановили и города, и районный центр. Сейчас очередь дошла до Шаройского района. Да, могла хер бохом. Да, могла. На хер долушторгу аса орцо. Самый хвертник худая, самый хвертник. Тагына ой пачу Лилош был арбякан дейл дё хал дё мах дё арбякан был так. Этим китер дугой. В ходе рабочей поездки Руслан Алханов также проинспектировал работу Шаройского УВД и ознакомился с условиями работы сотрудников полиции. Министр определил основные задачи по усилению профилактической работы с молодежью, а также по обеспечению безопасности в ходе предстоящих выборов 18 сентября. Задача обеспечивать безопасность на выборах и в ходе праздничных мероприятий, которые пройдут на территории нашей республики. Самый квертный общественная безопасность в полном объеме. В Грозном продолжается обновление столичных магистралей. В рамках программы капитального ремонта улиц города ведутся работы по реконструкции дорожной сети. Наряду с этим идет ремонт многоквартирных домов и коммунальной инфраструктуры. О том, как меняется облик городских улиц, Розана Цамаева. Восстановительные работы по улице Сайханова и Краснофлотской идут полным ходом. Рабочие обновляют не только дорожное полотно, но и квартирные дома. Новый облик в скором времени примут сразу 28 многоэтажек. За ходом работ столичный мэр следит лично. Состояние некоторых помещений и земельных участков вдоль дороги вызвало недовольство градоначальника. Также в рамках программы капитального ремонта магистральных улиц города идет замена водопровода и ливневой канализации. На этом отрезке дороги планируют вести дополнительные полосы. Это позволит решить проблемы с автомобильными пробками. Особое требование будет предъявляться к частному сектору. Отныне хозяева нежилых участков будут обязаны следить за их санитарным состоянием. Люди годами не ухаживают за своими участками. Все в зарослях, заборы ветхие, пришли в упадок. Те, кто не будут ухаживать за своими участками, соответственно, будет решение, мы подадим заявление в суды, по которым эти участки отойдут государству, как бесхозные, как участки, которыми люди не ухаживают. Реконструкция затронула и улицу Пугачева. Ранее дорожное полотно здесь находилось в плачевном состоянии. Работы по его обновлению практически завершены. Мы провели предварительное нивелирование и определили сейчас продольный сток воды, вследствие чего на проезжей части в дальнейшем, я думаю, так не будет скапливаться ливневого стока. 88 года бинкус ашшо. Эту гинда цархинс кунах даккидина цадол. Дейл рейс хил чоха балхугар охал. Ва цалур. Инчо дикдо. Бершта даглур дайса форм шайт ир бяхюр мач бяхюр.
Столичные улицы в скором времени украсят и новые деревья. Здесь планируют посадить клен, липу, дубы и множество кустарников. Совсем скоро эту часть столицы будет не узнать. Розана Самаева, Булат Баканаев и Дани Хавхаров. Новости. О других новостях из России и мира расскажем в рубрике «Часовой». Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» готовится предложить Госдуме нового созыва рассмотреть законопроект, которым будет вводиться ответственность за такое распространенное при перепродаже автомобилей вид мошенничества, как скручивание приборов, фиксирующих пробег автомобилей, одометров и спидометров. Покупка автомобиля, автопробег которого по приборам не превышает 20-30 тысяч километров, тогда как на самом деле он более 120-130 тысяч километров, становится причиной выбора автовладельцам несоответствующего вида технического обслуживания автомобиля. Минприроды разрабатывает изменения в Лесной кодекс Российской Федерации. Законопроект предполагает, что лесничие и лесные инспекторы будут иметь право на государственную защиту жизни, здоровья и имущества. Также они могут получить такие социальные гарантии, как добровольное медицинское страхование гражданского служащего, оплату расходов на санаторно-курортное обслуживание раз в 2 года и компенсацию за платное образование детей. Центр избирком завершил процедуру регистрации партийных списков на выборах в Госдуму 7-го созыва. В единый день голосования россияне будут выбирать претендентов из 14 партий. Об этом сообщает РИА Новости. 4 партиям ЦИК отказал в регистрации федеральных списков, так как у них оказалось недостаточно достоверных подписей, и они не сумели собрать необходимое количество подписей. Официальные лица США обсуждают, стоит ли ввести экономические санкции против России в ответ на хакерские атаки против организации Демократической партии. Пока чиновники не пришли к окончательному решению, пишет The Wall Street Journal. Издание отмечает, что ФБР и американские разведслужбы изучают взлом компьютеров демократов, и несколько официальных лиц дали понять, что он почти наверняка был совершен хакерами, аффилированными с Россией. Кроме того, несколько фирм, специализирующихся на кибербезопасности, тоже опубликовали доклады, где связывают взлом с российскими хакерами. В Москве свою причастность категорично отрицают. На этом у меня все. В Пятигорске продолжается молодежный форум «Машук-2016». Здесь собрались самые талантливые и амбициозные ребята со всех уголков Северного Кавказа и не только. 7-й день съезда стал завершающим для первой смены. Теперь презентовать свои проекты и проходить обучение в сфере молодежного творчества предстоит второй группе участников. Лариса Джабраилова продолжит. Открытки с пожеланиями родным и знакомым ребята заполняют с особым усердием. Традиционные когда-то послания, написанные от руки, теперь кажутся экзотикой. «Отправь письмо из лета» – название акции от Почты России, благодаря которой участники форума «Машук» смогли почувствовать себя в недалеком прошлом. Когда все готово, конверты отправляют в специальный ящик. По вечерам здесь весело и шумно. На барабанах зажигает Марат Малкаров, опытный музыкант и представитель Кабардино-Балкарского филиала. Присоединиться к ударному выступлению могут все желающие, чтобы все получилось достаточно минимального чувства ритма. Все ребята, которые хотят прийти, сесть, пошуметь, мы собираемся, раздаем всем инструменты и как бы какие-то ритмы просто вместе стараемся шумелки сделать. Они все равно избавляют от нервов, как-то людям становится более приятно на душе, так скажем. В шатре компании «Ростелеком» участников форума ждет бесплатный интернет и настольные игры. Можно посмотреть фильмы, принять участие в интеллектуальных турнирах и даже пообщаться с настоящим роботом. Кроме того, есть возможность попробовать свои силы в необычных акциях. Например, выложить в социальную сеть фото с определенным хэштегом, а потом забрать эксклюзивный магнитик с тем же кадром. Вопрос на 10 баллов. Второе имя этого футболиста Езид. Есть, пожалуйста. Зинедин Зидан, все верно. Для участников первой смены форума «Машук» 7-й день стал завершающим. За это время более 1000 ребят прошли обучение в сфере социального предпринимательства и молодежного творчества. Лариса Джабраилова и Селимхан Закаев. Новости. 280 лет со дня основания отмечают в станице Карагалинской Шелковского района. Поздравить местных жителей приехали гости из соседних районов. С теплыми словами к собравшимся обратился глава администрации муниципалитета. К праздничной дате здесь приурочили проведение спортивных соревнований.
Его судьбу литературные критики часто сравнивают с героем лермонтовской поэмы «Мцири». Рассказывают, что даже исповедь грузинского юноши Лермонтов вовсе не выдумал, а услышал, когда позировал Петру Захарову для портрета, который современники назовут наиболее схожим из всех работ. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения знаменитого чеченского художника XIX века, внесшего неоценимый вклад в русскую живопись. В руководстве республики решили увековечить память чеченца Захарова. Обо всем по порядку Тинатин Музашвили. Петр Захаров – это был художник известный, но во всяком случае сейчас он известный, не всегда был известный, да? И что он был выходцем из чеченской семьи, что он был воспитан русским, не знаю точно, то ли генералом или кем, и впоследствии вот он стал художником. А вы знаете, кто такой Петр Захаров? Петр Захаров? Нет. Извините, нет. Не слышала. Знаю, что его картины у нас в Национальном музее хранятся, ходила, посещала его. О творчестве именитого художника-чеченца знают большинство жителей республики. Однако среди опрошенных нашлись и те, кто первый раз слышал имя Петра Захарова. Между тем, его полотна вошли в сокровищницу русской живописи XIX века. Они находятся в крупнейших музеях России. Работы академика-портретиста прославляют Чечню по сей день. Он пренебрег вот этими всеми благами жизни ради того, чтобы через 200 лет мы сегодня о нем вспомнили. Такие, как Петр Захаров, они этот народ охраняют, берегут и ведут в будущее, в цивилизацию. И он создал образ чеченца несгибаемого, неподкупаемого. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения великого художника. Именно поэтому руководство республики приняло решение объявить 2016 год годом Петра Захарова. По распоряжению главы республики создан оргкомитет по проведению мероприятий, посвященных этой дате. Я очень благодарен главе республики за то, что это распоряжение вышло. Это уже огромная победа, что год обозначен годом Петра Захарова. И в этом распоряжении масса пунктов, которые мы должны исполнить. Некоторые, даже многие из них уже исполнены, исполняются. В рамках распоряжения планируется открыть сквер имени Петра Захарова и памятник. Также одна из улиц Грозного будет носить имя знаменитого художника. Если в честь такого талантливого художника назовут улицу нашего города, это будет очень хорошо, это будет большая память и для наших потомков, чтобы они знали, кто это был, потому что очень многие, конечно, этого не знают, к сожалению, из подрастающей молодежи. А так, хотя бы прочитав вывеску, они задумаются, кто это был, может быть, поищут информацию и найдут. В год Петра Захарова в школах проводят уроки, посвященные жизни и творчеству знаменитого портретиста. Ученикам младших классов показывают его работы, рассказывают о непростой биографии мастера. В Доме детского творчества Ленинского района Грозного прошел конкурс рисунков, посвященный 200-летию Захарова. Среди работ юных художников преобладают горные пейзажи и этнические мотивы. Рассказывали про Петра Захарова как о великом художнике. Многие дети, естественно, этого не знали, и было очень интересно. Мы сегодня провели много конкурсов, не только конкурс рисунков. Конечно, основной акцент был на конкурс художника, на лучший рисунок. Также мы провели среди ребят конкурс, шашечный турнир провели, рисунок на асфальте. По мнению некоторых исследователей, прототипом поэмы «Мцири» Михаила Лермонтова стал именно Петр Захаров. Несмотря на короткую жизнь, первый чеченский художник вошел в историю русской живописи. Преданный своим корням, он подписывал свои работы как Захаров-чеченец. Он оставил потомкам портрет, где изобразил себя в кавказской одежде. Тинатин Музашвили, Даних Авхаров. Новости. А на этом все. Спасибо, что были с нами.